по-любому, в любом случае нужно создавать видеопроект какой-то. То есть вот все, что мы делаем, это так необычно вообще. Вот можете себе представить, я нахожусь на хуторе отдельно. Там в деревне почти никого нет. Лес. Как будто бы ты в море вообще, на яхте плывешь. И ты с этим, со своим хозяйством, с этими овцами, козами, вообще с коровами, лошадями, ты вообще, ты как на ковчеге плывешь вообще в океане. Вот. Отсюда должна вообще, в этом месте должно взорваться атомная бомба любви, вообще такого созидания. 420 рублей. Сумасшедшая. Просто сумасшедшая. 22. Уже номера знаю на память. Связь тут плохая. Мирошечка. А смотри, ты такое видел? Не поднимает. Кого-то разоряют в этот момент. Я еще пришел на суд, у меня вот так вот документы все там по стульям лежат. Не, ну тоже у них там ни стола, ничего нету. Капец. Они, наверное, привыкли, что людей вот так вот приносят, приводят вот так вот. И они стоят, их судят. Без документов. Куда идти? Только на демонстрацию. Главное, я вот всегда считал реально, вот, что революцию нужно делать созидательно. Что нужно созидать, что нужно трудиться, что-то делать, понимаешь?
Ну, я реально так считал, что, ну, как бы это тупо вот выходить там на эти площади, там, что это за такое вообще, понимаешь? Ну да, как бы, когда ты А начинаешь... сейчас, короче, тебя просто... Ты приехал в место, самое забытое Богом на земле, которое никому не надо. Они с тебя не могут никакие бабки даже сорвать. Мелкие чиновнические пакостники, которым скучно. Разоряют страну, разоряют деревню. То есть все, в этой деревне уже никого не будет. Сейчас третий день Пасхи, 2004 год. В деревне человека окружает то, что построил Бог, а в городе человека окружает то, что построил страстный человек. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови ясти питьящий ес. Господи Иисусе Христе Боже наш, молитва ради Пречистой Матери, преподобный Богоносный Отец наш, всех святых, помилуй нас. Аминь. Что? Ну все, мам. Может, последний раз кушаешь? Надеюсь, не в жизни, а? Ну, я, конечно, сомневаюсь. Может, все получится и по-другому. Выспался? Но смысл голодовки, что типа человека довели до такого состояния, что он все, он типа кончает жизнь самоубийством. То есть он изводит себя просто до голода. Изнемогать. Да. То есть типа вот довели до человека до такого. Я, если честно, раньше не понимала смысла этого. Да, протеста. да. То есть, как бы, прикинь, если возьмет, кто умрет от голода, сдохнет там вообще на дороге, все обратят внимание, что, ну, типа, вот этот смысл такой. А если кто не обратит? Не, ну обратить, должны обратить. А недавно дед сказал один в Беларуси, сказал, я себя подожгу, если там мне там суды там что-то там не сделать, я себя возьму да подожгу. Привет, я дьячок Семен, это Царь горы, и у меня интересные новости для вас. Я объявляю голодовку в знак протеста того, что мое хозяйство местные власти разоряют. Они обрушили на меня целую лавину штрафов. Вот только что я был в райисполкоме, и мне подтвердили, что один из штрафов, ну, то есть действует. Ну, много всяких новостей, событий, вещей, связанных с этим. Я буду делиться в будущем с вами. А сейчас, как бы, хочу вам просто об этом сообщить. Они там даже секретаря не было, а ей позвонили, секретаря спросили. Я говорила, говорит, с начальником комиссии, а она сказала, что нет, пересматривать не будем. Вот и им хуже будет. А ты ничего не сказал? А кому я секретарям буду говорить? Что эти пешки? Они же пешки. Ну все, я... Все, Семен. Ты пока, когда ты начинаешь голодать. Я уже начал. Что не видно, что ли? Минеральную воду обязательно. У нас уже в магазине есть дворцовая. Мне она очень нравится. Ну, кстати, надо тоже очень аккуратно с минеральной водой. Почему? Ну, потому что она все-таки газы это. Тебе просто водичку. Принеси дрова. Зайчонок. Ну давай, потому что сейчас потухнет и все, не распалю ничем. У нас же так. Ну, пупсик, ну зачем же ты так? Все в критическом состоянии. Зачем же ты так? Давай, неси.
Так еще дети, сейчас никуда не уедешь. Так бы плюнул бы и уехал бы куда-нибудь. Почему не все как у людей, я не понимаю. Все как у людей. Нам нужно, я хочу научиться на гитаре играть. Все. Меня не волнует. У нас ничего не будет, мы будем как птицы небесные. Я так что проснулся с просонья, такой, ой, блин, голод, ситуация. Это также, ну вот эта женщина, как ее, которая историк, как, ну, вот недавно ты читала, она статьи писала про голод, что-то в Беларуси или где это, в России. Да. И она вот писала, что нету нигде не записано этого, что люди, ну, поедали людей, то есть детей вот съедали. Капец. То есть ребенок сам не выживет, вот. А если, ну, то есть, если ты умрешь, да, они ставили так на весы. Я хочу в их мозги, вот. Это вот, страшно. это страшно. состояние. Но может и лучше не надо, то вот. Может и не надо. Я так всегда переживала за этих бедных людей, а сама сейчас бедная стану. Надо решать проблемы по мере их поступления. У тебя саморастяжки к боку. Так вот именно. У беременных. Ничего себе. Я такого не видела у тебя. Ужас. Толстяк. Да, корова еще та. Телё. Так. Твои прогнозы. Мои прогнозы. 110. Ну без одежды, может даже больше. 110. Ну, ладно. Чтобы не сломал. Сначала я остану, а потом буду записывать. Это «Царь горы». Сегодня 19 декабря. Первый день голодовки. Взвешиваемся. Сто 122 килограмма. Без комментариев. Привет, я «Царь горы». Сегодня 20 декабря, второй день моей голодовки. Сегодня я расскажу, почему я голодаю. Дело в том, что с самого начала, вот мы когда начали заниматься здесь сельским хозяйством, мы начали разводить свиней. У нас было примерно их 50 голов. Но из-за африканской чумы мы вынуждены были их всех там за бесценок продать. То есть за беременную свиноматку давали просто как за свинью. То есть не учитывали то, что она скоро принесет потомство. То есть нас разорили. И вот этими овцами мы занимаемся уже 3 года. То есть мы по чуть-чуть с 10 этих овец, развились, начало это что-то приносить, какие-то деньги. И вот это вот сейчас опять наступили дожинки этому всему. Суть конфликта с колхозом такова, что действительно были случаи, когда мои животные выходили на поле в колхозное. И вот по одному такому случаю было заведено на меня сначала административное дело со штрафами, а потом
оно перекочевало в районный суд, и вот полгода длится этот суд. Но по факту ущерба никакого не было. То есть они просто наследили по вот этому свежезасеянному, только что засеянному. И ущерба там никакого не было. То есть все выросло замечательно, все был тут так все колосилось, что капец. А замеряли тут все. И, замерял там чисто председатель со своими коллегами. И это к материалам дела суда было, ну, прикреплено. То есть никакой независимости не было, ничего такого. И, ну, с колхозом судимся нормально, но на меня начали, ну, новую фигню заводить. То есть райветстанция из-за вот бабульки в деревне приехала, и мне сказали, ну, как бы здесь там кучу бреда, конечно, написала, но кое-что, конечно, тут у меня, конечно, во дворе тут у меня не идеально. То есть, конечно, мне нужно как-то порядок как-то больше навести, но, блин, ну поймите, сейчас я один в хозяйстве, там куча работы, и никто не хочет пойти навстречу. То есть мы живем в лесу, здесь вообще людей нет. То есть кому этот беспорядок вообще вредит? Чея! Чея! А? Кто-то прокомментировал. Не надо. Кто-то прокомментировал. Чё? Что? Привет. Видео. А что прокомментировал? Ну, видео, одно из видео. Конечно, это все не то пальто. Ну да, надо что-то делать. Но все равно, хоть как-то движется, хоть как-то, пускай хоть как-то и движется. Ну попробуй. О, у меня уже 39 подписчиков. А было? А было 37. Но бывает, ты такой смотришь, там, там 39, потом смотришь 36, такой, кто-то плюнул и ушел. А я тебе рассказывал, как однажды в Бресте, ну, ко мне подходит парень на Советской, такой, говорит, слушай, ты, Семен, ты Царь горы ведешь? Я говорю, да. Миша. Говорю, да, говорит, я все твои ролики смотрю, говорит, так классно, я хочу тоже в деревню переехать там. То есть, ну, просто настолько меня этот парень вдохновил. То есть, что я всегда, когда там мне лень, я вспоминаю этого парнишку. Ну, то есть, только ради него можно вот только и делать это. Для этого парнишки. Ну, видишь, тебе, может, Бог помогает тоже как-то не оставлять это дело. Ну, может, да. Человека тебя послал. Ой. Да.
Кого? Ух, будешь ходить по мокрому полу. Давай здесь чуть-чуть. Ты, Мирочек, пойдешь? Побудь со мной, не уходи. Еще чуть-чуть и полетим. Побудь со мной, не уходи. Еще чуть-чуть и полетим. Привет, это Царь горы, и сегодня я расскажу вам, покажу вам, где я живу. Расскажу немножко про деревню. Ну, вот я живу немножко на отшибе, то есть метров 300 от самой деревни, на хуторе. А вся деревня находится здесь. Ну, вот это канал такой вот мелиоративный. Вообще в деревне, кроме меня, можно сказать, что живет 2,5 человека. То есть 2 бабульки, которые живут там вот, и один мужичок, Юрчик, он бывает живет здесь, бывает не живет, то есть вот там ровно за моей спиной. Сейчас вам покажу объект кое-какой, который для меня символизирует белорусскую деревню. И, ну,
больше всего как бы и трагично, и смешно то, что мы вот единственная семья, которая приехала, у которых есть маленькие дети, которые хотят здесь жить, которые заводят хозяйство. Если мы выплатим все вот штрафы, которые нам выписало государство, вот мы превратимся примерно, наше место превратится примерно вот в такое. И вот в целом, друзья, что можно сказать? Люди в деревне очень злые, очень завистливые. И это все романтика. Если вы думаете, что в деревне люди лучше, в деревне люди обиженные вот этими издевательствами, которые власть десятилетиями сделала, этими издевательствами, которые власть над ними производила. Ну а самым вопиющим фактом является то, что в Беларуси огромный уровень самоубийств. Мы просто лидеры мировые по самоубийству. Например, вот эти две бабульки, которые остались в моей деревне, то есть у них мужья покончили с собой. То есть вот я жил здесь, тоже при мне было самоубийство. В моей деревне, откуда я родом, там просто, я так посчитал, это просто огромное количество самоубийств. Ну, то есть тут царит уныние огромное. В Беларуси огромный уровень самоубийств. Мы просто лидеры мировые по самоубийству на душу населения, по самоубийствам на душу населения. Вот, друзья, это тоже часть моего двора. Вот все вот это, всю вот эту радость я собрал у нас в округе, то есть вокруг моего дома. То есть вот так вот бухает наша деревня. Вот это есть образ деревни, понимаете? Не козочка, не коровки, не лужайки, а вот это образ современной белорусской деревни. И вот за то, что я собрал это, мне влепили 4 миллиона 200. То есть мне в деле фигурирует то, что они у меня лежат во дворе, то есть валяются у меня бутылки. Они у меня лежат в куче. Котик, что там? Что? Ой, ой, ой. Вот там суд находится в кустах. Привет, я царь горы. Это дьячок Семен, опять я. Сегодня третий день голодовки. Я только что вышел, у меня было судебное заседание очередное. Сегодня я ходатайствовал о смене судьи, но судья категорически отказала там этими всякими процедурами. Семен. Ну реально, я целую ночь почти не спал. Я этот документ все время писал. Таких в интернете даже нету клише. Я вообще Не, ну я очень понимаю, устал. ну а трава, слышишь? Нет, Может Семен. кто-нибудь пойдет. Кто-нибудь. Ну, Семен, перестань, это даже без вариантов. Ну. Принеси дрова и спи. Ну. Ну в хате еще тепло. У них и тепло, дубак, я тебе серьезно говорю. Жара. Котик. Холодно в доме. Мне даже... Меня это вообще не интересует, Семен. Меня интересует тепло в доме. У меня ребенок по полу ползает холодный. Котик. Давай за дровами. Не, ну Ира, ну ты, ну... Ну я тебе серьезно говорю. Ну войди в мое положение. Ну реально, вот эти первые дни... Кстати, вот после 3 дней уже начинается классно. То есть с 3 до 9 дней вообще, ну то есть уже ты все. У меня есть третье предложение. Давай собирайся, одевайся. Ирочка. Семен, Ну подожди. я одену Мирона, я оденусь, и мы все пойдем за дровами. Хочешь так? Ирочка, ну а потом же нам еще надо идти... Так вы, может, заодно, пока светло. Ну, Ира, подожди. Ну, темнеет так рано. вот именно, что я отдохну сейчас, и как раз мы к животным пойдем еще, когда светло будет. Реально, так... А я сейчас вообще, так буду уже как пьяный. сейчас будет 4 часа. Я сейчас буду как ненормальный какой-то. Ну, отлично, это в свое естественное состояние. А ну перестань, Ира, ну мне действительно тяжело. А ты не представляешь, это 3 часа такого напряжения, а они там целая толпа. Они все знают, они все, все умеют, короче, знают каждую буковку.
эти юристы, я же профан. Понимаешь, я так напрягался, я там в интернете читал там по ходу судебного этого дела. С этим председателем суда, это капец, это такие люди вообще. Здравствуйте, Наталья. Дома? А? Семен дома? Да. Письмо ему заказное. А это он должен расписаться, да? Да. Сейчас, минуточку. А можешь тапочки мои белые одеть? А я не знаю, Семен, давай, эти... Так, число 21, 12 месяц. Не знаю, у нас нет веры. Понимаешь, Семен? У нас веры нет. Понимаешь? Вот серьезно, вот нам кажется, что нам эти бедные овечки грязные нас прокормят вообще. Да нет, вообще мне никогда так не казалось. Ну так и вот. А мы на самом деле, нет, нас это очень держит. Мы о чем сейчас думаем? О том, что время сейчас тяжело, что хотя бы там, ну, что надо хозяйство, как бы, ну, что делать, как бы от хозяйства отказаться мы не можем. Может, отсюда и все. Ну, я не знаю. Ну куда? Я не знаю, почему Бог благословляет окно вставлять. Я его не хочу вставлять в этот дом. Понимаешь? Бог благословляет. Не знаю. Да никакие мы не фермеры, не перестань. Мы не фермеры. Да и не потянем мы, понимаешь, если бы мы на самом деле, ну на самом деле, вот мы же видели людей фермеров. Как они думают, чем они живут, как они, понимаешь? Вот они все время, они любят этот навоз, они стоят в нем, они этих животных, они там, ну понимаешь, они, ну другие люди, они другие люди. Мы хотим чуть-чуть прикасаться к земли. Мы пытаемся как-то духовно жить и чуть земли прикасаться, понимаешь? Но у нас не получается. Понимаешь, долги от нас никуда не уйдут. Понимаешь? 25 миллионов. 25 для начала миллионов. А потом уголовщина начнется. Когда у нас было бы небольшое количество животных, нам было по силам, понимаешь? Нам было по силам это. Но когда у нас начало большое быть количество животных, нам просто не по силам это. И у нас, ну, я не знаю, нету мышления вот такого,
как сказать, ну, у Семена нету, вообще, Семен, ты бесстрашный человек, у тебя нету страха перед людьми, перед ответственностью какую-то, понимаешь, ты никогда не нес, понимаешь? Ты никогда не нес ответственность перед людьми. Тебя. Я не понимаю тебя. Ну, как бы, как это, социальный какой-то, как социальный элемент. Ты им никогда не был, понимаешь? Осторожно. Вот что. А Я сейчас никогда не что? был социальным элементом, Нет. а социальным всегда был. Во, всегда был. Ира. Ну а как? Ну а что у тебя? У тебя паспорта не было. социальный? 3 года, и ты жил спокойно. То есть, ну, не работая, вот, мы этим и занялись. А социальный элемент. А сейчас тебя это социум это коснулся, и ты просто не можешь выдержать этого. Потому что на самом деле Нет, это... но то, что я не могу этого выдержать, это То есть, если неправда. тебе говорят, ты 1 раз приехал, сделай забор, ты такой, пошли в жопу. Сделай забор. Да ладно, сделаем, не переживай. Тебе про... Или, Семен, сделай забор, все серьезно будет. Да все нормально будет, все будет хорошо, все будет... Все отлично. Вот к чему это все пришло. Ты не боялся, у тебя почему-то у людей, даже у других есть страх к этому, что как вы это не сделали, как вы там это. Да все нормально будет. Понимаешь? Ну так что Ну, делать? понятно, Ну, я-то уже да. живу как птица, понимаешь? Потому что, а тебе взлететь Все, ты не Ира, можешь. давай. Мне уже это всё очень равно тяжело. Это уже. все без толку, это все реально без толку. Хочешь, давай бросим монетку, если что, мы сразу все Давай, сбиваем. давай. На, ты бросаешь. Если монетка выпадет, мы все продаем. Все, продаем и все. И И все. Семён- Мы занимаемся тем, что мы уходим куда-то в другой образ жизни. Да. То есть мы бросаем это фермерство, бросаем это занятие и Ну, мы можем с собой одну корову будем забрать. церковь строить, будем часовню строить. Да, корову одну Одну оставим. забрать, корову оставить. И все, мы будем просто заниматься чисто пропитанием своим, вот чисто чтобы жить со своей, питаться от этого, огород какой-то будем, и заниматься чем-то другим. Например, будем часовню строить. Она- Ну, почему нет? Пускай начнем. Ну вообще, начнем с того, Может, да. нужно ли нам зачеркивать вот это все нашу деятельность, сворачивать и Другой деятельности. другой деятельность. И мне так интересно. Мне так интересно, почему это. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. О, Мирон, 5 это нужно сворачивать. куда нас понесет течение? Семен, 5 это нужно сворачивать? Да, Орел не нужен. да. Так всю жизнь. Что, орел? Не нужно. Не нужно. И сколько раз мы уже бросали жребий, Ира, Да нужно вообще, нам сколько валить? раз вообще? Уже, наверное, раз 10. Это такого не может даже по теории вероятности даже выйти. Так что, Ирина... Нет, так что Ирина? Так что Семен? Нет, ну сегодня я отдыхаю. Ладно, мама, не надо, думай о-хорошему. Мама. Мама. Да. Мама, все, давай, короче, мне болит голова, ну пожалуйста. Не, ну так ты Ира, ну ты попробуй поголодать. Семен, Ты знаешь что? попробуй 2 суток Ты хотя бы. взрослый человек.
ты слово сказал, ты должен за него отвечать. Что я сказал? Что я сказал, что буду там... Ты даже на суде сказал, что буду голодать. Ну нет, ты пойми, монахи, они... Сёма. Ну, ты пойми, они монахи как голодают, да? Вот они живут в монастыре, Сёма, не отвечай за всех монахов, понятно? Подожди, они живут в монастыре, у них там послушание, знаешь, как в монастыре работают? Не бей лежачего. Да-да-да, ты знаешь. Ты знаю, всё я же видел, я же в Оптиной пустыне. Что? Да ладно, хватит мне, руку Подожди. еще на это. Семен, ты знаешь такую практику? Один батюшка, у него сын заболел сильно. Ну? И он сказал Господу, я не буду пить вина вообще, пока мой ребенок не выздоровеет. Он взял пост на себя. Ну, правильно, И молодец. ты должен взять пост на себя. За что? За эту ситуацию, Ну, я чтобы тоже наша пить не семья буду, курить вышла. не буду, ну, кушать за что? Нет, Семен, все. Ну, давай монетку подбросим и все, я буду... Что мы бросим? Тебе вчера даже мандаринку Бог не благословил съесть, ты хотел. А сегодня А что благословит сегодня? мясо нажраться. Нервы. Это так нельзя голодать. То есть это вообще, это у тебя изнутри все это съедает. А чего ты нервничаешь? Все нормально. Ну чего ты... Все нормально. А что ты боишься монетку бросать? Я не боюсь. Если орел, то... Голодаю. А если 5, то нет. Все. Привет, это Царь горы. Сегодня последний день голодовки, третий. Ну, короче, друзья, я обломался. То есть, ну, это по гордости, конечно. Я там. Вот, но все равно. Ну, мы взвесимся, сколько я вешу сейчас. После 3 дней голодовки. 112. Да ну, врёшь. Ну посмотри, иди посмотри. Конечно, 112. 118. Ну да, 118, прошу прощения. Столько скинуть. 118. Ну, Ну, это 120, получается 5 5 килограмм за 3 дня, ну. друзья. Ну, это все по гордости. Но я еще вернусь. Куда? К голодовке. Опять по гордости. Нет, со смирением. В этот раз со смирением. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Многие святые испортили свое здоровье, ну, неправильными постами. Прям большинство даже. Я Осипу, по-моему, рассказывал, что ну, неправильно постились, это все такое. Это очень серьезно. Да, надо. Здоровье это дар, да? За здоровье, твое здоровье. Яма на здоровье. Может, и Бог на меня надежду возлагал сегодня, но... Я не смогу. Ну да. Не, ну просто... Надо обязательно знать свою немощь, обязательно. Ну, видишь, Господь в Евангелии говорит, я не жертва хочу, а милости. Угу. То есть нужно, ну, греха-то, в принципе, никакого ж не совершил. Ты, просто сам знай теперь немощь другого человека, то есть милостив будешь к другому человеку. Да, конечно, что ты... Ну, я к себе отношу, что ты. Что ты меня лечишь? Угу. Я же тоже немощна бываю. Практически чаще всего. Лечи меня, лечи. Ну, она будет здесь, мама. Понимаешь? Ты понимаешь теперь, сколько раз мы назвали эту жизнь? Сколько? И мы бы дернули куда-нибудь. Это еще ничего не значит, Семен. Может, что Господь задерживает. Он сам нас должен отсюда вывести. Да, Сам. да. Я тоже об этом думаю.
Я тоже об этом думала. Ты говоришь, чай купила? Какого-то? Индийского. А такая радость, да, еда можно есть. Как с тюрьмы вышел. Вообще, да. Не, Ира, я тебе говорю, Бангладеш, монахи, вот, они же живут в пустынях каких-то, спокойно, на литургию каждый раз. Они все очень спокойные.